В Екатеринбурге в Верхесецком федеральном районном суде был вынесен приговор 35-летнему хитроумному таджикскому мошеннику Зарифджону Сангинову, который в ноябре-декабре 2015 года делал ремонты в двух домах и напарил хозяйку на сумму, прикиньте, более 2 миллионов рублей. Да, богатые тоже платят. Схема аферы, в общем-то, неказиста и зиждется исключительно на бесконтрольности со стороны заказчика. Декорация такая. 2 года назад Сангинов, будучи таджиком, читай профессиональным строителем и отделочником, нашел через интерсеть богатого заказчика, точнее заказчицу, госпожу Белоусову, блондинку, которой нужно было обделать 2 новых объекта – апартаменты на Белинского и особнячок в элитном поселке Карасиозерский 2. Встречаются еще у нас в горах красивые молодые блондинки, у которых имеется не только коттедж, но и апартаменты. Богачка устно перетерла с Зарифджоном Сангиновым и выписала ему карт-бланш, типа я тебе перевожу деньги, ты на них покупаешь все необходимое. Стройматериалы, оборудование, мебель и даже электроаппаратуру. То есть богатая заказчица полностью доверила все обустройство жилья таджику из интернета. Вот самые знаменитые таджикские строители Равшан и Джумшут почему ничего не воровали? Потому что за ними жестко присматривал светлый прораб. А за Сангиновым контроля не было. По крайней мере, заказчица чеки с него не требовала. И гастарбайтер со временем понял, что домой в Таджикистан можно посылать денег гораздо больше, чем зарплата. Поскольку в силу служащей между ними договорных и общественных отношений, Белоусов должным образом не контролировал и не проверял выполняемые строительные и отделочные работы. И Сангинов стал напаривать хозяйку по-дикому, полупошарому, вообще не боясь. Например, 18 декабря 2015 года заказчица перевела Сангинову 32 тысячи рублей на приобретение камина в апартаменты на Белинского. А талантливый таджикский мистер Рипли сам соорудил камин из подручных стройматериалов. Впоследствии его творения эксперты оценили в 8390 рублей. То есть на одном камине Сангинов наварил более 23 тысяч. Или другой вариант. Беловолосая хозяйка выделила ему бабла на покупку лестничных перил в коттедже в Карасиозерском 2. Так Зарифджон на перилах нажил более 50 тысяч рублей. После того, как его все-таки раскусили, выяснилось, что бесконтрольный таджик причастен к десяткам эпизодов мошенничества и присвоения. Суммарно он швырнул доверчивую блондинку более чем на 2 ляма. Почему не успел свалить с этим баблом в Таджикистан, сложно сказать. Может, потому что он гражданин России. А может, жадность заела, и он влюбился в свою золотую курицу. В смысле не в хозяйку, а в ее бесконтрольность с золотыми яйцами. В общем, по концовке следствие вменило Зарифджону Сангинову 2 статьи УК. 159-ю часть 4 «Мошенничество в особо крупном размере» и 160-ю часть 1 «Присвоение». И по решению Верхесецкого судьи Виталия Андросова Зариф Сангинов отплыл в зону общего режима на 4 года и 1 месяц. Хотя за особо крупное мошенничество светила ему 10 в пиковом случае. Да здравствует наш суд самый гуманный. Сангинов был взят под стражу в зале суда, и зато теперь в какой-то зоне проблем с ремонтом не будет.